2019 года возобновился спортивный сезон во многих видах единоборств. После насыщенной предсезонной подготовки ингушские спортсмены очень успешно начали свои выступления. Старт новому спортивному сезону в греко-римской борьбе положили Муса Евлоев и Ислам Апиев. Оба наших спортсмена стали победителями чемпионата и первенства Европы. В первенстве России я не боролся, потому что меня освободили от первенства России до 23 лет. Я боролся на чемпионате России в начале года. И подготовку я провел у нас в клубе. Ади Ахмад очень сильную подготовку провели, хорошую. До финала достаточно нормально отборолся на второй день. Что-то не так, как хотелось, пошел этот день. И проиграл в финале, стал вторым. И потом поехали на сбор в Адлер. И буквально через 2 недели. И там же мы узнали, что будет уже первенство Европы до 23 лет. И меня туда поставили. И мы потом после этого сбора сразу же на второй сбор поехали в Горизонт. И там подвелись на этот турнир. И на первенство Европы тоже, честно говоря, вот там уже немножко уставший был. Не очень себя чувствовал. Но все равно получилось выиграть по воле Всевышнего. Честно говоря, немножко уставший был, но потому что чемпионат Европы я бы не поехал бы, и нельзя было упускать такой шанс. И надо было собираться. Я собрался, настроился, и все получилось по воле Всевышнего. Ну а далее успешными выступлениями отличились юниоры на первенствах страны, в очередной раз доказав то, что являются одними из лучших борцов греко-римского стиля в России. Мы приехали с Владикавказа, там проходил фестиваль федерального округа. Там у нас разных степеней 10 медалей, 3 золота, 1 серебро, 5 бронзовых медалей. Я думаю, команда неплохо выступила. Конечно, можем еще лучше. Для нас нет предела, я думаю. Мы должны... Для нас не должно быть утешения этих результатов. Для нас больше нужно. На первенстве России у нас очень, можно сказать, очень хорошо выступили ребята. У нас 3 золота, 1 серебро. Буквально вчера они приехали со сборов. Уже второй этап прошел сборов. 1 числа у нас начинается уже подводочный сбор к Европе. Там у нас должно 3 человека бороться. Евлоев Байсар, Евлоев Магомед и Калиматов Мансур. По окончанию турниров, как правило, борцы берут небольшую передышку, после которой сразу приступают к тренировочному процессу. С наступлением месяца Рамадан здесь, как и во многих других залах республики, тренировки проходят в щадящем режиме. После разминки спортсмены делятся на несколько команд и приступают к первой части тренировочного процесса. Здесь борцам необходимо показать всю свою ловкость, мышление и физическую подготовку. А лучший способ проявить эти навыки одновременно – это баскетбол. Месяц Рамадан у нас продолжаются тренировки, но не усиленные тренировки. Мы ребят сохраняем, чтобы их не загрузить потихонечку, чтобы подвести к форме, можно сказать. Вот сейчас у нас должно быть европейские игры среди взрослых. Там должен участвовать у нас Муса Евлоев. Я думаю, есть шанс у Бекхана Аздоева на европейские игры. И до 23 лет будет чемпионат мира. Там, я думаю, будет бороться наш Ислам Апиев. Тоже стал месяца 2 назад
чемпионом Европы, да, то есть является первым номером, лидером в этой весовой категории. Я думаю, в общем, у нас неплохой результат. В конце года, дай Аллах, если будем живы, узнаем, что, как. А во второй части тренировочного процесса спортсменам необходимо провести отработку, находясь в партере, после которой борцы приступают к спаррингам. Спортивный клуб Ади Ахмат. Именно в этом зале как нигде ощущается соревновательный дух. Усердные тренировки не особо полезны без грамотного тренерского штаба. Чтобы подойти к новому вызову в своей спортивной карьере в лучшей форме, борцам необходимо выкладываться на каждой тренировке и, конечно же, слушать своего наставника. Наши спортсмены двигаются вперед, состояние постепенно улучшается сейчас в связи с Рамаданом вообще немножко. Это мешает вообще, а так вообще состояние очень хорошее. И дисциплинованный вообще. Стараемся все сделать. Они стали героями. Ну, они хорошо выступили вообще. И молодежи тоже, подростки хорошо идут. Уже видно, все постепенно. Они набираются, и опыт набирается. И особенно молодежи. Хочу Ислама, Апиева, Зелима вообще. Ну, они Чечо, Эвлу, Батажо. Шансы есть, так? Есть шансы. Шансы есть. И шансы всегда есть вообще. В преддверии любых соревнований наши борцы проводят несколько этапов подготовки. Вначале спортсмены проводят сборы за пределами родного зала, где работают над функционалкой в течение нескольких недель. Ну а вторая часть подготовки уже продолжается в зале, где наши борцы работают над технико-тактическими действиями. Последний старт чемпионата России в Иркутске. После Иркутска сбор две недели сбор в Крыме. После Крыма пока старт Хамяска, мои ребята вверх тренировку идут по одной тренировке. Чисто подходящие узаик энгшпорт пиш в Европе, мир разные соревнования. Мои ребята чисто по одной тренировке юах, но легкие тренировки, игра там пожелаем, там отработать, там борьба, там. Состояние, машаллах, как бы отдых восстанавливающий в Рамадан, нагрузка хамяс, таганды после Рамадана, отдых в форме ходят. Алхамдулилlah, результат есть, выступление хорошо выступили. Ну, максимум задач, которую мы ставили, 90% можно сказать. На кого мы рассчитывали, они медаль взяли. Но есть пару ребят, которые еще в призерах. Ну, главное, на сборную попали они. Это у нас был второй этап сбора в подготовке к первенству Европы. Сбор прошел хорошо. Ребята максимум выложились. В принципе, можно сказать,
выводим их на пик форму. Сейчас у нас последний этап будет, заключительный сбор, подводящий. Там уже надо будет, там уже чуть-чуть осталось. Схватки и сразу бой, можно сказать. А вот на сегодняшний день, Бекхан, сколько у нас представителей Ингушетии, сборной России? То есть я знаю, что порядка 7, 8, 9 спортсменов, юношеская сборная, да? И вот насколько это важно для нас? Конечно, можно сказать, юношеская сборная – это уже фундамент можно сказать. Без фундамента дом не построишь. Также и здесь. Главное, чтобы у нас юноши были. А там потихоньку уже, когда доходит, уже из них, если даже из 8 человек у нас 3-4 останется, 3 останется, это уже хороший результат будет. Потому что 10 весовых категорий, мне кажется, это очень хороший результат для нашей сборной. Ну, как вы видите, с таким президентом, можно сказать, с такой поддержкой, и все помогают. Сейчас у нас и вольная подтянулась хорошо. Я думаю, результат должен быть, потому что Руслан все делает для этого, можно сказать. Он дома не бывает практически. Я тоже постоянно на сборах с ребятами. Мы больше, можно сказать, в зале находимся, чем дома. Так что и нам ребята помогают на сборной, спонсоры. Также Харсиев Алихан, и Видзижев Тимирлан, и Рижев Амир. Много кто помогает со стороны. Так что результат должен быть, потому что по-другому никак. Раньше не было такого, в наше время не было такой поддержки. Так что результат будет, иншаллах. Да, главное, им что остается? Главное прийти в зал и выложиться на все 100%. В отличие от вольной, в греко-римской борьбе запрещены проходы в ноги, но от этого соревнования не становятся менее зрелищными. На тренировках можно часто увидеть красивые броски в исполнении борцов. Выглядит все это очень эффектно, и нередко на турнирах спортсмены прибегают к таким неожиданным приемам. Но лучше самому посмотреть и убедиться. После отработки каждого из тактических элементов тренер дает указания, чтобы борцы немного отдышались, но это не значит, что они садятся на ковер и отдыхают. Напротив, ни одна минута тренировки не может быть потрачена впустую, поэтому передышка – понятие достаточно условное перед тем, как начать отрабатывать новый прием.
Один из самых ярких представителей греко-римской борьбы в нашем регионе, Байсар Евлоев со своими партнерами, также готовится снова выйти на ковер. Уже совсем скоро нашему спортсмену предстоит снова участвовать в соревнованиях. На первенстве России я стал вторым. В финале я встретился с нашим земляком, с Батажевым. Из-за травмы не получилось выступить в финале. После России мы провели несколько сборов. Сейчас 1 числа у нас еще последний сбор, подготовка к первенству Европы. Там у нас пройдут несколько схваток. Там наш главный тренер выберет, кто поедет на Европу. Ну, обычно мы делаем 2 тренировки в день, а в Рамадан мы делаем 1 тренировку перед ифтаром. Делаем такую легкую игру, несколько минут отработок, там 30 партий, вот, легкую тренировку делаем. Можно сказать, что уже готовы выйти на ковер? Да, так мы отдохнувшие, как сказать, после отдыха будет легче настроиться, начать на новые старты. Многократный победитель различных турниров, призер чемпионата России, победитель первенства Европы Ислам Апиев также готовится к новым стартам. Чтобы продолжить победную серию, наш земляк, несомненно, приложит все усилия и постарается оправдать ожидания своих тренеров. Сейчас месяц Рамадан, как мы все знаем, мы вечером только 1 тренировку проводим. Немножко тяжеловато, когда на Рамадан, но все равно терпимо. И завтра же мы выезжаем на сбор в Адлер. Там будет проходить подготовка на Европейские игры. Мы видим, что в греко-римской борьбе с каждым годом появляются новые лица. Радует то, что в Ингушетии уже есть свои победители чемпионатов мира, Европы и первенств планетарного масштаба. Но это для наших ребят далеко не предел. Завоевать звание чемпиона мира и Европы невероятно сложно, но еще труднее защищать его. И для того, чтобы завоевать заветное олимпийское золото, наши спортсмены приложат все усилия. We'll be right back.